Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Как всегда, у нас позитивное настроение для всей вашей семьи. Поэтому семейное доброе утро начинайте вместе с нами. И сегодня мы приготовим очень вкусный завтрак. Сделаем обязательно зарядку. Расскажем о самом главной новости, конечно, о погоде. У нас сегодня она удивительная. Чем удивительно, сейчас расскажу. Ну, и сегодня, вот точно, мы же анонсировали, мы посмотрим, как Руслан добирается до работы на велосипеде. Да, ну об этом всем обязательно мы узнаем в течение нашего эфира. Ну а пока вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И, кстати, у нас есть, вчера мы делали кружочек, там, к сожалению, никто вопросы не написал. Можно написать вопросы нашему, допустим, первому гостю. Это кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии Национального центра медицины Петр Захаров. Поэтому, если у вас есть интересующие вопросы, в комментариях вы можете их задать, и мы по возможности зададим их нашему гостю. Ну а сейчас, как сказала Вероника, давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах минус 31, минус 24 градуса, в заречной группе 31-24 градуса холода, в южных 20-14 ниже 0, в Вилюйской группе 33-25 со знаком минус, в Нижнеленских 34-29 ниже 0, в западных минус 23, минус 20, в Колымо-Нигирской группе Улусов 2, 30 и 36 градусов мороза. Да, мы не ошиблись. В Черском минус 2, минус 5, в Янских минус 37, минус 25, на северо-западе 30-21 ниже 0. В столице температура в 6 часов утра составила минус 30 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в Якутске переменная облачность. Температура днем минус 23, минус 25 градусов. Ну, такие уже солнечные кадры, мне кажется, правда. Потеплело, и мы так вздохнули после январских морозов. Как-то захотелось на сегодняшний день съездить в Черский, там, почувствовать. В Черске? Да. Ну, далековато. Ну, хотя для тебя нет ничего невозможного. Мы же убедились, когда ты по сопкам бегал. Можно сказать, что в Черском уже практически началась весна. Да, хочется сказать еще раз, что напоминаем, что вы вопросы можете в течение прямого эфира задавать не только до гостя, но и во время того, как он будет отвечать. Мы потом также попробуем в телеграм-канале записать комментарии, да? Да. Это нововведение у нас, поэтому пользуйтесь. Если есть вопросы, которые возникли в течение диалога, то, пожалуйста, задавайте. Ну, а прямо сейчас новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Оценку пригодности жилья нужно будет проходить перед покупкой дома, его части или таунхауса на средства материнского капитала. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу накануне. Заключение о пригодности жилья должно быть оформлено не ранее, чем за 1 год до подачи заявления на оплату покупки. Подобный документ будет обязательным и при строительстве или реконструкции частного дома, а также при уплате первоначального взноса и погашении основного долга по ипотеке. Закон, ужесточающий требования к покупке жилья с использованием маткапитала, начал действовать в январе. Документ был разработан с целью оградить семьи от ситуации, когда им предлагали купить на средства господдержки жилье, непригодное для проживания. В адрес фонда капитального ремонта многоквартирных домов нередко поступают заявления от людей, которые после покупки квартиры, гаража или кладовки обнаружили наличие задолженности по взносам на капремонт. Основным заблуждением является мнение, что накопленные долги должны списываться или взыскиваться с предыдущих хозяев, так как новые только недавно вступили в право собственности. Важный нюанс – задолженность, накопленная по взносам на капремонт на объекты недвижимости, находящихся в составе общего имущества МКД, остается за помещением. Тем самым вместе с правом собственности долги переходят на нового владельца. Не секрет, что свежая продукция из родного края способствует заживлению ран и восстановлению организма. Именно поэтому семья волонтеров Светланы и Владислава Диодоровых за 3 года доставила 16 тонн местной продукции бойцам-соотечественников в госпитале. Доброе дело поддерживают жители разных районов. Например, накануне семье волонтеров привезли из Намского района около 1,5 тонн мяса, говядины и жеребятины. А до этого партию сырья, в том числе рыбы, отправили из Среднеколымского и Верхоянского районов. Оставляем самолетом. Это самый большой груз был у нас тонна 200. Это очень, как сказать, физическая нагрузка была для нас очень большая. И
и там погрузочные работы тоже трудные были. Поэтому самый оптимальный вариант это до Москвы и до Санкт-Петербурга это 700 и 600 килограмм. Вот оптимальная самая такая. Воспользуясь моментом, хочу сказать, что систематизировать работу по приобретению билетов конкретно по заявке Поспредства Москвы и Поспредства Санкт-Петербурга. Отборочный этап чемпионата профессионалы стартовал в Жатайском техникуме. Соревнования проходят по двум компетенциям: эксплуатация судов водного транспорта и сборка корпусов металлических судов. Имена победителей будут оглашены уже 1 марта в торжественной обстановке. Сейчас известно, что лучшие конкурсанты получат сертификат на прохождение стажировки в Ленском объединенном речном пароходстве и на Жатайской судоверфи. Кроме того, участие в чемпионате обеспечивает юным специалистам рабочие места не только на предприятиях Якутии, но и в других городах страны. Отмечу, в прошлом году по компетенции судостроения наши ребята завоевали 3-е место в финале чемпионата в Санкт-Петербурге. Ребята на самом деле достаточно хорошо себя показали на чемпионате. На сегодня уже изготовили постели, изготавливают металлоконструкции, держать резак, держать сварочный аппарат умеют, достаточно хорошо. Надо отметить, что у программистов в России есть отдельный праздник – День компьютерщика. На День компьютерщика сотрудники принимают поздравления от руководства и коллег, лучших награждают дипломами и премиями. Офис украшает нулями и единицами в виде плакатов, объемных цифр, составляют кодифицированные пожелания коллегам и компании в целом. По-моему, это сейчас такой лайфхак, как нужно поздравить компьютерщиков. Ну, история праздника связана с выпуском в США первого электронного компьютера ENIAC 14 февраля 1946 года. Уже тогда это значительно облегчило работу. Расчеты, которые занимали раньше несколько дней, компьютер обрабатывал за 30 секунд. Ну, для того времени это было, наверное, сверхдостижение. Да что много говорить, вот в телефоне сейчас больше мощностей, чем в компьютере, который отправил людей на Луну, да? Ну, тем не менее, это было достижение, поэтому мы всех компьютерщиков поздравляем с профессиональным праздником. Ну, а всем коллегам, да, куда мы без них, куда мы без компьютеров. Поэтому давайте бегом за открытками и поздравлять. Ну, а прямо сейчас узнаем, чем еще знаменательный сегодняшний день. На календаре 14 февраля. Сегодня Международный день дарения книг. По народному календарю Трифон Мышегон. В этот день смотрели на небо, если были видны звезды, это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Этот день в истории. Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. Образован Мархинский, ныне Нюрбинский улус Якутии. В России введен Григорианский календарь, новый стиль. В Москве подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Открылись 6-е зимние Олимпийские игры в Осло, Норвегия. В этот день родились Александр Драгомышский, российский композитор, Всеволод Гаршин, русский писатель и литературный критик, Сергей Капица, советский и российский ученый, просветитель и телеведущий, Анна Герман, польская певица и композитор, Борис Штерн, советский писатель-фантаст, Николай Еременко, младший, советский и российский актер и режиссер, Сергей Миронов, советский и российский государственный и политический деятель. Именины сегодня отмечают Василий, Гаврил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей. Еще одна замечательная дата. Сегодня исполнилось 75 лет замечательному человеку, профессионалу своего дела, который спас и продолжает спасать сотни человеческих жизней. Это кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии Национального центра медицины Петр Иванович Захаров. И сегодня он гость в нашей студии. Доброе утро, и мы поздравляем вас с юбилеем. Доброе Поздравляем. утро, спасибо. Доброе утро. Здорово, что в ваш праздник вы нашли время к нам присоединиться. Я думаю, что многие хотели бы выразить вам свою благодарность, поэтому лица нас примите ее искренне за такую большую проделанную работу и за ваш профессионализм. Спасибо. Ну, вы, как никто другой, знаете о сердце как о органе все. Что для вас, кардиохирурга, сердце на самом деле? Но сердце не только для кардиохирурга, но вообще для всего человечества это самый такой удивительный орган-труженик. Если сказать, что сердце перекачивает по всему нашему организму, доставляя всем органам нашим кислород, питательные вещества
и тем самым обеспечивать нашу жизнь. Это на протяжении всей жизни. И не переставая. Это очень, даже мы должны быть благодарны своему сердцу, любить свое сердце. И сердце вот, перекачивает за сутки примерно от 7 тысяч до 10 тысяч литров крови. Это огромный труд. И когда перестает это наше сердце биться, человек уже перестает жить. Мы все это прекрасно знаем. И, конечно, сердце это испокон веков и издревно особое отношение людей. Даже вот известный случай, когда вот в древности люди, племена приносили в жертву сердце, и вот тем самым как бы обеспечивали, ну, просили Всевышнюю силу, чтобы им было хорошо, как бы поддержка жизни этой племени. Ну и в настоящее время мы тоже к сердцу относимся очень с большой любовью, с большим вниманием, потому что даже в нашей каждой разговорной речи мы всегда говорим: мое сердце думает, мое сердце забилось от радости, или сердце мое чует и так далее. Вот это, все это говорит о том, что мы сердце имеем особое отношение, как к отдельному такому живому существу. И к хирургу тоже так же мы относимся. Когда мы смотрим сердце, это удивительно, очень красиво. Смотреть, как сердце бьется, это очень прекрасно. Самое красивое сердце у детей, у маленьких детей. Они там прямо, даже свет сверкает, блестит. Это вообще, ну, невозможно словами передать. Такое. А почему вот возникают пороки сердца? И как часто к вам попадают люди с пороками? Ну, пороки сердца, это в целом-то делается на врожденные и приобретенные. Врожденные пороки, они образуются, ну, уже в внутриутробной жизни. Их очень много, более 200 пороков. Но самые основные пороки – это перегородочные пороки, это дефекты межпредсердной перегородки или межжелудочной перегородки, очень часто встречаются, и открытый артериальный проток. Но остальные пороки встречаются уже реже. Ну, бывают сложные пороки, которые, ну, несколько дефектов это внутри сердца бывает. Но эти встречаются довольно редко, но тем не менее встречаются. Если порок врожденный, после успешной операции может ли человек быть совершенно здоровым сердцем? Да, конечно. Вот после операции вот этих пороков, которых я назвал, да, они становятся совершенно здоровыми. А так, конечно, бывают очень сложные пороки, но все равно после операции ну, качество жизни намного улучшается. А вот, может, от вас будет очень важно услышать вот советы, вот как нужно беречь свое сердце? Беречь свое сердце, но прежде всего надо, я уже сказал, любить надо свое сердце. Это, ну, в первую очередь, двигаться надо, движение. Движение – это жизнь, не зря так говорят. И, конечно, надо вредных привычек, чтобы не было. Ну, курение, алкоголь. Ну, сильно злоупотреблять не нужно. И сердце будет работать благодарно для нас. Ну, часто в обиходе людей какие-то мифы рождаются, да, о заболеваниях сердца. Вот самые удивительные мифы среди ваших пациентов, больше всего, которые вас вызывают недоумение о болезни сердца. Ну, я вот сколько вот живу, знаю, что большинство людей боятся онкологических заболеваний. Все боятся онкологических заболеваний, что там. Но, тем не менее, вот причина смертности около 50% является сердечно-сосудистые заболевания. Онкологические заболевания где-то 16-20% занимают как причина смертности. Поэтому люди, как говорится, боятся рака, но смертность чаще бывает от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть за сердцем нужно следить. Ну, это такой миф. Ну, еще миф, что я не согласен всегда, что у народа, большинства людей, мнение, что хирург должен иметь такие тонкие длинные пальцы и тонкие ручки. Но я с этим не согласен, потому что я знаю всех великих кардиохирургов. Они все очень большие, здоровые люди, с большими руками. Но я считаю, хирург должен быть сильным, здоровым, сильными руками.
Конечно, ну, там Чтобы в даже, руках держать. наверное, Потому что, да, но эти все великие хирурги, Бакери, Бураковский, Бакулев, Петровский, которых я близко знал, они все очень большие, здоровые люди, сильные люди. но мне кажется, вообще вот даже сама операция на сердце, она по продолжительности может Да, он занимать должен очень долго. выдерживать такие нагрузки. Мгм. А какие новые виды хирургических вмешательств сегодня появились в вашем отделении? И все ли виды операций на сердце проводятся в Якутске? Ну, у нас вот 3 года назад открылся новый кардиососудистый центр, и в настоящее время у нас бурно развивается кардиохирургия по всем направлениям современной кардиохирургии. Это по перишемической болезни сердца, приобретенные, возрожденные пороки, нарушение ритма сердца. По всем этим основным направлениям все операции проводятся. Но сейчас очень большое значение внимания уделяется на эндоваскулярные, внутрисосудистые вмешательства. И сейчас круглосуточное вот дежурство наших рентген-хирургов, кардиохирургов позволяет спасать тысячи жизней людей. Потому что чаще всего это ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Перевозят на скорой помощи, и тут же проводятся исследования и при необходимости стентирования этих артерий. Это очень важное направление. Ну, а также вот проводится эндоваскулярная имплантация клапанов, уже не скрывая грудную клетку. Это тоже очень большое достижение. Ну и все, очень много направлений осваивается. Кардиохирургия бурно развивается. Это здорово. Вы в великолепной профессиональной форме, в великолепной физической форме. Как вам это удается? Ну, я считаю, прежде всего, это любовь к своей работе, любовь к своей семье. Ну, я считаю, человек, если идет утром с радостью на работу, как говорят, как на праздник, и торопится домой к своим детям, внукам, это великое счастье. И это способствует приливу энергии, хорошему настроению, и все это, и здоровью, естественно. Ну, примите еще раз наши искренние поздравления, а также искренние слова благодарности за ваш профессионализм. Желаю вам дальнейшей успешной работы, конечно, здоровья, ну и чтобы ваше сердце всегда было таким большим-большим для всех ваших пациентов. Спасибо. Вам Спасибо. хорошего дня, хорошего утра. Спасибо большое. Ну, наши привычки, даже самые простые, отражаются на здоровье сердца. И знаете, что меня вдохновляет? Не сложные операции, а те, кто выбирает заботу о себе здесь и сейчас. Всего 10-15 минут утренней зарядки запускают ваш метаболизм, улучшают кровообращение и снижают риск сердечных заболеваний. Поэтому начинайте утро с правильных привычек. Доброе утро! Пришло время для нашей утренней гимнастики. Поехали! Начинаем с разогрева. Поехали. Шаг, 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 шаг. Еще. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бабочка. Раскрылись, закрылись. Раскрылись, закрылись. Приставной шаг. Слегка согнули колено. Еще. Один, два, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, 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 выдох. Сейчас мы будем переходить на протяжку. Готовы? 3, 2, 1. Поехали. Ручки вперед. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Закончили. 3, 2, 1. Поехали. Перекаты. Выдох. 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 Еще. Дышим. Тянем ручки вверх, плечо прожимаем вниз. Выдох, выдох, выдох. Продолжаем. 3, 2, 1. Закончили. Центр. Наклон. Тянемся. Колено прямое. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр.
3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Еще. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Стоим. Удержание. 3, 2, 1. Подъем. Собрали ножки. Хорошо. И будем работать на мышцы брюшного пресса. Выдох, выдох. Смена. Выдох, выдох, выдох. Смена. Выдох. Округляем спинку, сокращаем мышцы брюшного пресса. Выдох. Еще. Продолжаем. Дышим. Выдох, выдох. Еще, еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Хороший темп. Выдох, выдох. 3, 2, 1. Крайний. Ножки широко. Вдох и выдох. Поехали. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Завершаем. Вдох. Выдох. Мы всем желаем отличного дня и хорошего настроения. До новых встреч. Сегодня по России проходит акция «На работу на велосипеде». Все понятно из самого названия. В этот день люди, у которых есть двухколесные средства передвижения, садятся на них и добираются до своей работы. По пути они могут посетить специальные энергетические точки. И об одном из таких дней, который был в городе Якутске, мы однажды рассказывали в нашем эфире и даже делали прямое включение. Конечно, по климатическим условиям нам трудно массово подключиться к этой акции, но тем не менее Руслан, который приезжает на работу на велосипеде, подготовил для вас несколько советов для зимнего катания. Друзья, доброе утро. По нашим меркам утро достаточно теплое. Ну и этим хорошим утром зимним хотелось бы поговорить на тему передвижения на велосипеде, особенно на работу. Этот процесс имеет много плюсов. Во-первых, это хорошая кардионагрузка, то есть вы приезжаете на работу уже разогретым, подготовленным к рабочему дню. Но есть некоторые особенности. В зимний период нужно, казалось бы, одеваться достаточно тепло. Во-первых, комфортное катание, которое приносит удовольствие, по крайней мере у нас в городе Якутске, это до минус 30 градусов. То есть при температуре ниже уже не настолько комфортно. Во-вторых, это, конечно, соблюдение правил дорожного движения, в том числе и переход пешеходных дорожек, светофоров, спешиваясь с велосипедов. Это очень важный момент. А что касается одежды, во время катания на велосипеде вы получаете хорошую кардионагрузку, поэтому тепло одеваться не обязательно. Но главное это делать по погоде и по вашим физическим особенностям вашего организма. Что касается расстояния, конечно, если вы живете в другом конце города, то, я думаю, будет достаточно изнурительно передвигаться на велосипеде. Но если, как, например, в моем случае, до работы у вас меньше 5 километров, то дорога в целом занимает не более получаса. А так как вы постоянно в движении, еще раз напомню, что когда вы приезжаете на работу, вы уже разогретый, но не замерзший. Подготовка велосипеда к зимнему сезону тоже имеет свои нюансы. Например, желательно поменять смазку, набить новую, более морозостойкую, смазать все узлы, чтобы ваш велосипед не давал вам дополнительной нагрузки во время морозов. Если вы уже для себя решили, что будете ездить на работу зимой, то, конечно, желательно поставить шипованную резину, то есть, как и на автомобиле, перейти с лета на зиму, потому что если еще по утрамбованному снегу можно ездить на обычных покрышках, то в период межсезонья, когда есть гололед,
желательно себя обезопасить. Не забывайте про меры пассивной безопасности. Надевайте по возможности велошлем и защиту. Используйте светоотражающие элементы и световые приборы в темное время суток. Если нет возможности поставить велосипед в здание или на более-менее охраняемую территорию, возьмите более крепкий массивный велозамок. Ну и, конечно, также в целях безопасности нужно знать серийный номер вашего велосипеда, либо иметь с собой фотографии велосипеда в различных сезонах. То есть это в случае каком-то критическом поможет доказать, что это именно ваш велосипед. Ну а сейчас я уже нахожусь в офисе, и, соответственно, можно посмотреть, как именно я одеваюсь. Во-первых, это перчатки, ну, в моем случае тонкие, потому что есть обогреватели на руле, то есть такие вот накладки, либо теплые рукавицы. Для передвижения по городу желательно надевать балаклаву, да, чтобы она защищала ваше лицо, и, может быть, очки, но очки запотевают в мороз. Вот здесь ничего такого, то есть куртка достаточно легкая, демисезонная. И вот, в принципе, штаны теплые, да, которые одевают сразу поверх брюк, ну, офисных или джинс, да. Вот такие вот штаны, в моем случае они как бы самосбросы. Их можно легким движением руки просто снять, не снимая ботинок. Все, их можно повесить или положить в шкаф. Флисовая кофта, и сразу вы как бы готовы к офисной работе, но единственное, нужно, конечно, снять шапку. Ну, а по приезду на работу, конечно, можно налить себе чашечку кофе и уже бодро начать новый рабочий день. Ну что, я думаю, эти советы вам помогут, и в целом, может быть, уже начиная с весны вы начнете ездить на работу на велосипеде, потому что это действительно удобно, здорово и, конечно, полезно для здоровья. Всем бодрого утра! Ну, я вообще всегда поражаюсь, когда ты ездишь на велосипеде, потому что для меня это, конечно, чудо. Во-первых, зима, холодно, во-вторых, так легко об этом говорить. Я представляю, если бы я приехала на велосипеде. Такие замерзшие ресницы, волосы. Кстати, я сам дал совет, чтобы смазывали велосипеды, ну, зимней смазкой, а сам этого не сделал, ну, потому что, как бы, ну, думаю, велосипед небольшой, тем более новый. Вот. И сейчас есть такой нюанс. На работу приезжаешь быстренько, легко, а обратно он уже такой немножко замерзший, и гораздо сложнее крутить, и нагрузка выше. Ну, как всегда, сапожник без сапог, понятно. Да-да-да. Ну, в общем, дорогие друзья, пользуйтесь советами, я думаю, они вам помогут, потому что испытано на себе, это точно. Мы все командой подтверждаем, что Руслан Ачиров ездит на работу почти в любую погоду на велосипеде. Нет, до минус 35 градусов. Ну, конечно, вот этот сюжет точно был снят в минус 40. Я еще такая, на велосипеде, да, точно? Ну, если сейчас зимние велосипедисты уже никого не удивляют, то, например, несколько лет назад у них была возможность попасть в новостную ленту. Времена идут, меняются технологии, тем ценнее становится классика, например, бумажные книги или периодика. Далее мы хотим вас познакомить с анонсом свежего номера газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко и информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. На Медне настоящий культурный десант высадился в Нерюнгринском районе. В этом году там пройдет эссе Халанхо. Подготовка к нему уже началась. Именно этой теме и была посвящена большая конференция, в которой приняли участие культурные деятели, ученые, эксперты из Якутии и многих регионов России. Программа эссе обещает быть насыщенной, интересной, необычной. Ждем лета! Во второй Мальжигарской агрошколе ученики выращивают много овощей, а также виноград, клубнику, тюльпаны. Так что меню школьной столовой богато витаминами и отличается разнообразием. 8 марта школьники подготовили сюрприз для женщин села. Они подарят им 80 тюльпанов, которых вырастили сами. А еще у агрошколы есть 5 кобыл, жеребец и даже кролики. Ребятам есть чем заняться. Подробнее о жизни школы в нашем пятничном выпуске. 15 февраля в России отмечается День памяти воинов, интернационалистов. Наш гость Олег Чепель, награжденный в Афганистане медалью за отвагу. Больше 40 лет прошло с тех пор, многое забылось. Но бойцу разведроты есть что вспомнить. Творчество известного художника, скульптора с мировым именем Даши Намдакова известно каждому почитателю его таланта. Многие хотели полюбоваться его работами, и мечты сбываются.
Больше года шли переговоры, и, наконец, в Национальном художественном музее открылась выставка его гениальных работ. 34 скульптуры, 14 ювелирных изделий вы сможете увидеть, посетив уникальную выставку. О выставке, работах художника, о влиянии якутских художников на его творчество читайте в материале Кюнняй Еремеевой. Недавно якутские ученые представили воссозданный облик воина, жившего 400 лет назад. Кем он был, чем занимался и другие уникальные факты вы узнаете в нашем выпуске. Якутский краевед Александр Дьяконов многое знает об истории Якутии. В этом номере вы узнаете о непростой, интересной и трагической судьбе протоиерея Николая Мироновича, русского с польским гонором. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. Вероника, вот как ты думаешь, что главное в повседневной жизни? Ты знаешь, я думаю, что ощущение счастья. Счастья такого, не такого глобального какого-то счастья, а счастья в мелочах. То есть проснулся утром, солнце светит, счастье. Там обнял ребенок тебя, ну, там тоже счастье, что он у тебя есть. Ну и вот так вот накапливается на самом деле за день очень много мгновений, которые можно сохранить. И вот это ощущение внутренней гармонии и счастья, оно будет сопровождать тебя целый день. Ну, это очень хорошо, но я думаю, что также главное в жизни — это хорошо поесть. Такой мужской подход. Ну, поел, да, получил энергию, в том числе и капельку счастья, да, и готов к дальнейшим свершениям. Но тем, кто любит вкусно поесть и открыт к новым рецептам, спешит на помощь наш шеф-повар Дмитрий Лунев. Доброе утро, Якутия! С вами снова я, Дмитрий Лунев, шеф-повар ресторана «Кабинет». И сегодня мы приготовим для вас жеребятину, томленую в соусе из кедрового ореха и брусники в мясном соусе, с гарниром из печеного перца фаршированного. Для этого нам понадобится болгарский перец, сливочный сыр, жирные сливки, сметана, жеребятина. У меня это уже подготовленная жеребятина, предварительно я ее коптил и довел до готовности. В домашних условиях вы можете взять любую жеребятину, предварительно томить ее в течение примерно 3 часов на медленном огне. Соль, перец, можно немножко сахара, и больше, в принципе, ничего для нее не нужно. Также нам понадобится соус. Соус у меня готовый, вы можете приготовить его просто. Бульон, который у вас останется от жеребятины, не выкидывайте. Добавьте туда обжаренной томатной пасты, немного муки с холодной водой, доведите до кипения. Добавьте туда обжаренный кедровый орех, свежую бруснику, сахар и доведите до вкуса. Соус у вас должен получиться кисло-сладкий вкус, соленый, с нотками жеребятины. Для начала мы обжариваем болгарский перец. Обжариваем, чтобы у нас получилась такая черная корочка. Вот такого состояния перца будет достаточно. Теперь перец мы ставим запекаться в пароконвектомат, либо в духовку на температуру 180 градусов 15 минут, чтобы перец у нас стал мягким. И потом мы снимаем с него черную кожицу. Для приготовления сырной начинки нам понадобится сливочный сыр, либо творожный сыр, любой мягкий сыр, жирные сливки. У меня это 34%. Можно использовать, в принципе, любую жирность, но от 22%. Сметана и сушеный орегано. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Сырная масса должна получиться вот такой кремообразной консистенции. Берем наш предварительно обожженный и запеченный перец и фаршируем его нашим сырным кремом. И после мы прогреваем его, чтобы наш перец с сыром были горячими. Все пусть стоит. Берем наш подготовленный бруснично-ореховый с бульоном и жеребятины соус. Берем нашу жеребятину,
И прогреваем мясо вместе с соусом. Соус я немного разбавил горячей водой, потому что в процессе обжаривания он у нас будет выпариваться. И пока у нас греется мясо, соус дойдет до нужной консистенции. Приступаем к сервировке нашего блюда. Запеченный перец, предварительно очищенный от нашей обжаренной кожуры. Прогретая жеребятина вместе с соусом. И начинаем сервировать наше блюдо. Перец. Жеребятина. С соусом. Выливаем оставшийся соус. Немного приперчим наше блюдо. И сверху можно какую-либо зелень по желанию. Укроп, петрушку, рукколу. Вот так прямо на перец. И все. Наша жеребятина готова. Приятного аппетита! Вот, получается, можно еще один рецепт себе в копилочку положить. Ну, а продолжая тему готовки еды, я думаю, что мало кто представляет себе сейчас жарку, ну, не знаю, того же мяса без подсолнечного масла. Ну, без подсолнечного, наверное, сложно, да, оно хорошо заменило сливочное. А вот цветущий сад подсолнуха в бангладешском городе Шерпур стал местом притяжения туристов и местных жителей. Посетители съезжаются туда, чтобы лицезреть буйство ярко-желтых красок и получить эстетическое удовольствие от этой красоты. Из-за нарастающего наплыва посетителей была организована продажа билетов, благодаря чему сад получает дополнительный доход, что компенсирует ущерб, нанесенный цветам от большого количества посетителей. Пик цветения приходится на февраль. К началу марта растения уже дают семена, и туристический сезон заканчивается. Согласно статистике, в последние годы в Бангладеш растет потребление подсолнечного масла из-за низкого содержания холестерина. Также это связано с увеличением цен на аналогичные продукты из сои и пальмы. Ну, а прямо сейчас от бескрайнего поля подсолнухов, наполненного солнечным светом и дарящего всем посетителям эстетическое удовольствие и энергию ярких красок из солнца, мы переходим к не менее вдохновляющему зрелищу. Удивительные, почти живые работы сделаны нежными руками женщин, которые навсегда вошли в историю искусства Якутии и стали в то же время символом новой эпохи. Подробнее о них, о их творчестве мы расскажем в нашей постоянной рубрике. Далекие 70-е. В то время Союз художников Якутии после окончания столичных вузов ворвалась плеяда молодых, талантливых художников, которые и определили вектор развития искусства Якутии на долгие годы. И многие имена художников составили славу и гордость советского искусства. Именно в то время сформировалась такая большая ветвь, которая влилась в могучее древо искусства Якутии и которая переживала в то время наивысший расцвет. Также стремительно, красиво вошли в искусство Якутии женщины. Имена многих многое значат для искусства Якутии. Это имена Марии Рахлеевой, Азалии Саргоевой, Марии Магатыровой, Зинаиды Курчатовой, Раисы Бурцевой. Они восхитили своим талантом, профессионализмом, своей харизмой. В то время в идеологии искусства
ну, часто это было такой мужской сферой. И вот эти женщины, молодые, талантливые, ворвались как амазонки в это мужское сообщество, завладев их умами, сердцами. Это были подруги по жизни, по творчеству, каждый со своим художественным языком. И у каждой была такая своя сложная, но интересная судьба. Одна из них — это скульптор Раиса Николаевна Бурцева, которая окончила Ленинградский институт имени Репина. И в Национальном художественном музее представлены ее скульптурные произведения. Чаще она обращается к камерным скульптурам, к портретам, говоря таким своей такой женской рукой, лепя такие очень пронзительные образы. Одна из таких работ, которым мы любуемся на протяжении уже многих лет, это работа под названием «Весна». Мы ее называем «Девушка-весна». Это работа, выполненная в гипсе. Перед нами красивый скульптурный образ прекрасной молодой девушки. Взгляд ее устремлен вверх. Это мечта, это воспоминания о молодости. И в эту скульптуру, конечно, Раиса Николаевна вложила все свои наверняка и надежды, и воспоминания о молодости, когда, как мы говорим, деревья были большими. Раиса Николаевна удивительный человек. Она работает не только в скульптуре, но и в декоративно-прикладном искусстве. Она прекрасно шьет, вышивает. И для нее это тоже своеобразная скульптура. Как она говорит, моделирует объемы, но только в ткани. И приглашаем всех посетить эту постоянную экспозицию искусства Якутии и полюбоваться этой прекрасной девушкой, ведь скоро будет весна. Вы видели когда-то девушку-весну? Она собою мир украсить может, ее улыбка дарит тишину, и рядом с ней ты расцветаешь тоже. Легка ее походка и прекрасна, с ней можно в грезы улететь. Пришла весна, так нежно и так ясно, и сердце хочет снова петь. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике и за ее пределами. Новые правила регистрации сделок с земельными участками в России вступят в силу с 1 марта этого года. Согласно изменениям, внесенным в статью 26 закона о регистрации недвижимости, сделки с землями не будут возможны, если границы участков не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Теперь для успешной регистрации необходимо наличие сведений о местоположении границ земельного участка в ЕГРН. Это нововведение также коснется регистрации прав на здания, сооружения и объекты незавершенного строительства, расположенные на таких участках. В случае отсутствия данных о границах регистрация будет невозможна, что может привести к значительным затруднениям при оформлении прав на недвижимость. Чтобы спасти средства в период экономической нестабильности, лучше выбирать разные низкорисковые инструменты, рассказал агентству доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭО имени Плеханова Олег Скопенкер. Он напомнил, что сохранение средств, тем более во время кризисов, зависит от личных целей и задач инвестора. Важно, как он намерен расходовать деньги и каковы его индивидуальные риски. Прочие распространенные у инвесторов способы, например, депозиты, облигации, акции и инвестпаи, во многом зависят от склонности к риску и ожиданий высокого дохода.
Определены даты проведения главного якутского праздника в Москве Эсэха. В этом году он состоится 12 июля. Событие традиционно пройдет в парке Коломенское. Каждый год в организации столичного Эсэха принимает участие один из районов республики. В этом году это Амгинский район. Именно он в 24-м проводил у себя Эсэх Лонхо. Делегация района уже приехала в Москву, чтобы ознакомиться с площадкой для проведения праздника. Известно, что церемония открытия пройдет в русле якутских традиций с обрядами очищения и благословения. В программе запланированы также спортивные состязания, выставка ярмарка народных промыслов, конкурсы, праздничные концерты и многое другое. В этом году московский Эсэх пройдет 18-й раз. Организаторы отмечают, праздник белого изобилия состоится и в Петербурге. Там его проведут 13 июля, на следующий день после московского. Эсэх посвящен, во-первых, 80-летию победы в Великой Отечественной войне. А мы знаем, какие очень интересные параллели проведены с Эсэхом победы 1944 года именно с участием выходцев из Амгинского района. Ну и, конечно же, наш Эсэх посвящен Году защитника Отечества, Году защитника Родины, который проходит у нас в стране и в Республике Саха-Якутия. Нашим земляком, сказителем Устином Гавриловичем Нахсоровым был исполнен в Кремле Тоюг Победы. И, конечно же, мы это обязательно тоже будем обозначивать. И в 1944 году на всей территории Республики Саха-Якутия были проведены Эсэхи Победы по инициативе тоже нашего народного поэта Владимира Михайловича Новикова, Кюннику Расырова. И, конечно же, это тоже будет у нас основополагающим, ну, скажем, витком сценарий проведения. В ближайшие сутки на большей части Якутии ожидается небольшой снег. В некоторых районах потеплеет сразу до минус 2 градусов. Температура воздуха ночью в центральных районах минус 33-38. При прояснении на северо-востоке минус 38-43. На юго-западе, юге, Колыме 23-28 со знаком минус. Днем в центре минус 25, минус 30. На западе Колыме минус 19-24. В горах Верхояне 30-35 со знаком минус. В Нижнеколымском районе ночью минус 9, минус 14 градусов. Днем минус 2, минус 7. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. На нашем телеканале уже несколько недель идет интерактивный конкурс «Танцуй». 6 пар участников соревнуются, чтобы получить звание победителя. Это 3-й сезон развлекательного телепроекта на телеканале «Якутия-24». И сегодня к нам в студию пришли участники проекта. Кстати, вы, наверное, спроситесь, куда же подевалась Вероника? А вот она. Сегодня Вероника в качестве гостя в нашей студии, а вместе с ней ее партнер по проекту, хореограф проекта, 5-кратный чемпион республики по спортивным танцам Вячеслав Ефимов. Доброе утро, Вячеслав, Вероника, еще раз доброе утро. Да, мы давно не виделись. Целый новостной блок. Да. Расскажите немного о проекте и об участии в нем. Ну, проект существует уже не первый год. Это танцевальное шоу, в котором участники выступают в разных ипостасях, в разных форматах, от современных танцев до народных. И, соответственно, там есть бальная программа, которая, ну, ближе всего мне. Вот. И поэтому проект достаточно интересный, связан с разными направлениями. И все любители танцев, в общем, охвачены. Ну, Вячеслав уже, можно сказать, профессиональный участник. Это уже 2-й сезон. Вероника впервые, да, участвует? Да, я впервые участвую в данном проекте. Проект интересный, правда, очень интересный, именно с точки ипостаси, с точки зрения других хореографических направлений, потому что я тоже занимаюсь спортивными бальными танцами, я не занимаюсь больше ничем. Вот, для меня очень интересно поучаствовать в чем-то новом. Ну и, конечно, статус, наверное, директора танцевального спортивного клуба по парам, он как бы обязывает тоже более серьезно подходить к этому процессу. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся с детьми, это страх выступлений. То есть, у меня он тоже присутствует, то есть если на сцене выступать довольно просто, на турнирах я, к сожалению, давно не выступала, вот, со своей молодости, да, вот, то вот именно работа в прямом эфире именно в танцевальном направлении для меня нечто сложное.
То есть мне гораздо проще отвести передачу с тобой, чем что-то станцевать в прямом эфире. И вот, борясь с собой, я как бы тоже делаю для себя наработки, как помочь уже детям выходить на выступления, выходить на То есть турниры. на личном опыте. Да, я стараюсь вообще через себя пропуская, как педагог, уже посмотреть. Благо педагогическое образование есть, то есть как-то все это вместе, танцы, вместе педагогическое образование, ты получаешь такую картинку, как помочь ребенку себя раскрыть. Ну и, конечно, стараюсь быть примером для подражания. Не все получается, но... Ну, хотелось бы отметить, что вы являетесь довольно сильными соперниками. И как вы сами оцениваете свои шансы на победу? Ну, наверное, да, мы можем считать себя достаточно сильными участниками, но как цель мы себе не ставили, в принципе, победу в проекте, там, победить всех, вот. Для нас все-таки важно больше само выступление, показать детям, что можно выступать на больших площадках, вот, как нужно справляться с собой, со своим волнением, вот. Поэтому нам больше важно само участие, само внимание к проблемам танцевального спорта, вот. Ну, отлично, то есть это такое уже более с педагогической точки зрения. А вообще вот, если уж мы заговорили о соперничестве, вот на ваш взгляд, вот среди участников есть конкуренция такая жестокая или все-таки доброжелательная атмосфера? Как думаете? Ну, получается, я участвую второй раз, и второй раз подтверждается такая традиция, что участники, они прежде всего связаны с танцем, любят танцы, поэтому там царит абсолютная атмосфера дружбы, поддержки. Каждый раз, когда выходишь с выступления, выходишь в общую зону со всеми участниками, всегда слова поддержки. Не только слова, но и участием. Там, где-то чем-то поделились, где-то чем-то там помогли, то переодеться, то что-то там, не знаю, какие-то аксессуары подобрать. Ну, то есть очень дружелюбно, и нет такого, что там кто-нибудь там гвоздями прибьет тапки к полу. Но сейчас вопрос, наверное, Веронике. Вот, Ринка, ты ведешь «Утро Якутии», также деятельность адвокатская у тебя. Как удается совмещать все вот это? Я думаю, что это может быть для многих такой барьер. То есть, например, приглашают людей поучаствовать в конкурсе «Танцуй», да, вот на моменте подготовки. Но вот многие думают, а как я буду совмещать свою работу? Вот. Ну, на самом деле, все, тайм-менеджмент никто не отменял, поэтому все можно урегулировать. Ну, я считаю, что можно сделать все, если есть большое желание. То есть, если есть желание, то препятствий нет. Если его нет, то уже просто его нет. Поэтому главное идти за своей мечтой, и если вы правда любите танцы, то это не проблема. Найдется и время, да, найдутся и силы. То есть все можно как бы... Да, можно гармонизировать, если ты испытываешь удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, и, может быть, ваши пожелания участникам проекта вкратце? Ну, хочется пожелать, конечно, успеха непременно всем и каждому, и чтобы каждый участник, каждый зритель получил огромное удовольствие от красоты танца. Всем успехов, вдохновения, хорошего танцевания. Спасибо вам. Ну и, конечно, вам желаем успехов также, да, удачи. Спасибо. И нашим телезрителям, конечно же, призываем смотреть проект «Танцуй» и болеть за своих любимчиков. Ну, а мы, дорогие друзья, заканчиваем пятничный эфир традиционно музыкой и не говорим вам до свидания, да, Всем до новых доброго встреч. утра и хорошего настроения. Скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь, снова в наших жилах заиграет кровь. Снова рассвет, и назад уже дороги нет. Скоро печаль, все уйдет, и нам немного жаль. Знаю ответ, на вопрос ты есть или нет. Знаю обман, знаю нашей любви океан. Ты не одна, будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро
скоро весна. Ага. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Скоро тепло, скоро тепло, скоро много нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз, и эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два, закружилась от любви голова. Знаю теперь, как открыть эту тайную дверь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуй пути. Снова вопрос, снова ответ, снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра. Ага. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю,